Важнее всего здоровье. Первым делом призывники на пункте проходят медосмотр врачей узкого профиля. Это и окулист, невролог, психолог, терапевт, дерматолог и стоматолог. Сначала определяет рост, вес, сдает кровь на РВИ, ВИЧ, гепатит. В последующем делает мазок из зева для определения вирусной инфекции. И после проведения этой комиссии, проходя эту комиссию, он определяется годным или негодным призывом в армию. Годен или нет определяют тут же на месте. К слову, откосить от армии можно не только по травме или болезни. Призывник не годен, если даже по весу не набирает или рост ниже 150. Со вторым пунктом у Хамзата Хамчиева точно вопросов не возникнет. Да и вес соответствующий, отмечают врачи. Пойти в армию молодой человек решил сразу же, отучившись на юриста. Уверен, ее должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Армия учит ответственности и самостоятельности. звания хамадихан лаqa эмолодихан цогулqaашт авинуqsa шейфоди дияза мол дияза дихан хамдж мотиг мис ахсак дихан кезик самостоятельно халар шейхан дихан халелеры сбарик болхо дихан хамбутсон. Осенний призыв по всей стране стартовал с начала октября, но подготовку военкомата региона начали задолго до этого. Предупредили ребят, вручили повестки. Всего по Малгобеку и Малгобекскому району заявлено 55 новобранцев. Служить они отправляются в различные рода войск: сухопутные, железнодорожные, военно-воздушные войска Национальной гвардии. Все это доводим до ребят и пробуем, чтобы они по желанию выбрали себе тот или иной род войска, то или иное место, куда они могли бы пойти служить, чтобы в последующем они могли бы остаться по контракту, как бы наладить свою, так скажем, жизнь сначала. Есть у нас очень много ребят, которые пошли служить, на сегодняшний день служат, хорошо служат по контракту. Заметные коррективы в призывную кампанию внесла пандемия, но меры защиты от коронавируса в военкоматах ввели еще во время весеннего призыва. На территорию пункта без масок вход запрещен. Впускают только 2-3 ребят одновременно. Дистанция 1,5 метра. К тому же все новобранцы в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. Мы проводим здесь 2 вида теста, то есть экспресс-тест берут врачи кровь, сдают они, а также берем мазок у них, то есть в больнице сдают они анализ. Вот с этими 2 анализами мы их представляем, когда у них нет болезни, представляем на отправку в военный комиссариат Республики Ингушетия. В случае положительного теста на коронавирус ребят тут же направляют в Малгобекскую районную больницу. Там определены места для новобранцев, но пока случаев заражения в рамках этой кампании не выявлено. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.